إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Многие суеверные люди считают этих животных предвестниками несчастий, но по воле Аллаха это не так. Они живут вокруг нас в большом количестве. Просто заглянув им в глаза, нам уже становится страшно. Совы. С заходом солнца большинство птиц прекращают свою деятельность и отходят к ночному сну. Именно в это время сова выходит в поисках еды. Эти осторожные хищники оценивают свою жертву, используя крайне развитое зрение и слух. Ученые знают около 150 видов сов. Эти птицы проживают в разных климатических условиях, в тропиках, в умеренном климате и в полуполярных регионах. Многие виды сов охотятся и днем. Определив свою жертву, они молниеносно бросаются на нее и хватают своими острыми когтями. Так как перья у этих птиц мягкие, жертва даже не слышит, как к ней подлетает сова. Когда она определила себе жертву, осечка или ошибка маловероятна. Недавно ученые обнаружили удивительную вещь, связанную со слуховыми способностями совы. Они обратили внимание, что их глаза находятся в глубокой роговой трубке, похожей на блюдце. Было выявлено, что это блюдце обладает повышенной чувствительностью к самым слабым звукам. Оно собирает их и проводит к ушам. При этом уши совы сами по себе обладают высокой чувствительностью в восприятии звуков и анализа их источников. Маленькую добычу сова проглатывает полностью. Потом в своем гнезде она отрыгивает части костей, мех, различные оболочки и перья, которые не может переварить. Совы считаются наиболее полезными птицами для фермеров, так как избавляют их от грызунов, которые вредят растениям, от полевых мышей, крыс, а также от зайцев. Совы летают не быстро. Их максимальная скорость составляет примерно 40 миль в час. Мы только что стали свидетелями прекрасной работы, которой будут рады фермеры, работающие на этом поле. Сова избавила их от группы мышей, которые здесь обитали. Совы не прожевывают пищу. Обычно они проглатывают ее целиком. В дальнейшем все, что не может перевариться, они отрыгивают. Сова считается единственной птицей, которая может смотреть обеими глазами в одну точку. Чтобы увидеть то, что происходит вокруг, она крутит головой на 270 градусов. Кроме того, она обладает прекрасным ночным зрением. В этом с ней не может сравниться никто, кроме представителей семейства кошачьих. Разные виды сов обитают в большинстве частей света. У них сильные, большие ноги, изогнутый клюв, длинные и острые когти, а глаза могут хорошо видеть и в темноте, и днем. Совы могут выдерживать низкие температуры. Во второй половине зимы молодые самцы начинают искать отношения с противоположным полом. Совы не строят сложные гнезда, потому что они забирают себе брошенные гнезда, например, воронов или сорок. В большинстве случаев эти гнезда находятся в стволах деревьев, в пещерах, норах, в сараях с зерном или в заброшенных домах. Большинство самок откладывают по 3 или 4 яйца, в то время как некоторые другие откладывают всего одно.
Во время беременности самок самец сам добывает пищу и кормит свою самку. Самка продолжает высиживать яйца зимой до прихода весны. Этот период длится от 35 до 50 дней. Совы известны своей ленью, но по отношению к своей семье они очень щедры. Заботятся о детях, учат их летать и охотиться, пока те не вырастут. Сова проявляет большую враждебность по отношению к тем, кто приближается к ее птенцам. Самки и самцы вместе высиживают яйца и заботятся о птенцах. Вначале тело птенцов покрывает белый пушок, а затем, к 1,5 месяцам, у них вырастают перья. Птенцы остаются в гнезде до 7 месяцев. Птенец захотел присоединиться к трапезе, но упал. Проблема в том, как он теперь поднимется. Прекрасная работа. Считай это подготовкой к полету. Каждый год в Мексиканский залив прилетают птицы, чтобы провести здесь зиму в тепле. Они постоянно находятся у берегов и играют с морскими волнами, добывая себе пищу. Большой кроншнеп. Большие кроншнепы отличаются длинным изогнутым клювом, который есть и у самцов, и у самок. Они используют его в поисках и раскопках еды в прибрежном песке и на болотах. Большой кроншнеп питается ракообразными, морскими беспозвоночными, червями, крабами и разными насекомыми, которые живут в его среде обитания, кузнечиками, жуками и личинками. Тем не менее, эти птицы предпочитают находиться рядом с морским берегом и ловить то, что приносят им волны. Их рост примерно 58 сантиметров, а вес колеблется между 500 и 900 граммами. Пара выбирает место для спаривания и постройки своего гнезда. Обычно их гнезда находятся в скалистых лощинах, в средней по длине траве и среди земляных куч. Они выбирают для своих гнезд тенистые места. За год самка сносит примерно 4 яйца. Птенцы рождаются очень активными и с открытыми глазами. Они могут покидать свои гнезда уже через 5 часов после выхода из яйца. А спустя всего 10 часов они могут самостоятельно искать себе пищу. Во время высиживания яиц, которое продолжается от 27 до 31 дня, родители заботятся о яйцах и защищают их. Они могут проявлять враждебность по отношению к тем, кто нападает на их гнезда. Думаю, если кто-то увидит их длинный клюв, он не осмелится к ним подойти. Несмотря на то, что они могут перелетать большие расстояния, на берегу они больше полагаются на свои длинные ноги, чем на крылья. Эти птицы живут на лугах и на плодородных полях вблизи западного североамериканского берега. Из-за изменений климата в этих регионах и уменьшения зеленых поверхностей, сейчас популяция этих птиц уменьшилась. Вдалеке от морей и морских берегов мы нашли другое животное, которое строит свои дома в реках и ручьях неподалеку от лесов. У него есть особый талант, который мы хотим увидеть. Он может распиливать и валить деревья своими зубами. Бобр.
Чтобы повалить дерево со стволом диаметром 30 сантиметров, ему придется трудиться 2 дня. Бобры используют ветки деревьев для построения своих домов. На самом деле, целое дерево им не нужно. Когда дерево падает, они отгрызают от ствола ветки, а потом разделяют их на части длиной в несколько футов. У бобров очень крепкие зубы, похожие на долото. Бобры работают днем и ночью, чтобы построить свой дом, похожий на плотину. У бобров сильные резцы. Эти животные переносят ветви в зубах и передвигают их над поверхностью воды. Когда бобры находят рядом с водой подходящие деревья, своими сильными когтями они вырывают канал, по которому смогут переправить ветки куда нужно. Также летом бобры собирают свежие ветви рядом со своим домом, чтобы питаться ими зимой. С целью защиты от врагов, вход в жилище бобра располагается под водой. Длина лабиринтов, ведущих к его дому, составляет несколько метров. В конечном итоге туннели приводят в маленькую комнату, в которой помещается семейство бобра. Она покрыта слоем хорошо утрамбованной и осушенной глины, под которой находятся ветки. Самцы бобров строят плотины шириной от 1 до 100 метров. Они строят дом из веток посередине водоема, при этом вход они делают под водой. Бобр – млекопитающее животное, которое относится к отряду грызунов и семейству бобровых. Это один из видов водных грызунов. Всего насчитывается более 20 разновидностей бобров. Большую часть времени они находятся в воде, стоя в трудолюбивой и старательной позе и строя плотины из деревьев, которые повалились своими острыми зубами. Это животное считается самым искусным инженером в постройке плотин среди всех животных. Бобр очень осторожен. Он не сможет эффективно себя защитить, особенно если находится не в воде. Когда бобр чувствует опасность или приближение другого животного к его территории, он использует свой хвост, чтобы предупредить остальных бобров. Он бьет им по воде, словно отправляя им предупреждающие сообщения. Они умелые пловцы, и их сложно поймать в воде. Внутри дома бобра могут проживать более 8 членов его семейства. Бобр живет с одной самкой всю жизнь. Самка бобра рожает от 2 до 3 детенышей после беременности, которая длится 61 день. Детеныши могут покинуть плотину минимум спустя месяц после своего рождения. Мать кормит их молоком 3 месяца, а отдельно от своей семьи они начинают жить только через год. Взрослый бобер может достигать 120 сантиметров в длину, а длина его хвоста — 52 сантиметра. Вес колеблется от 5 до 12 килограммов. В дикой природе бобры живут примерно 15 лет. У бобров не острое зрение, и в основном они полагаются на острый слух и обоняние. Эти животные строго растительноядны. Они питаются ветками растений, кувшинками, листьями тополя, ивы, а также их корой. Жилище бобра защищает его от хищных животных, таких как волки, койоты и другие. Хищники не могут подойти к его дому или каким-либо образом в него проникнуть. Тем не менее, некоторые виды водяных змей могут подобраться к нему в дом. Также в своем жилище он хранит пищу, которой хватает для того, чтобы пережить холодную зиму, когда источников растительной пищи становится меньше. Бобры плавают, поднимая свои передние лапы к груди и сильно ударяя по воде задними лапами. Их широкий, веслообразный хвост выступает в качестве руля. Бобры лучше передвигаются в воде, на суше они довольно медлительны.
Непрерывно оставаться в воде бобер может всего 15 минут. Бобры были широко распространены в Европе и Азии, но исчезновение больших лесов и постоянная охота на бобров ради их меха привела к уменьшению их ареала. Сейчас бобры обитают в некоторых частях Европы и в Северной Америке, в Канаде, где в настоящее время предпринимаются решительные меры по их защите. Мы посетили Австралию, которая известна своими разнообразными и необычными видами животных. Эти животные известны тем, что не пьют воду. Коала. Долгое время было принято считать, что коала – это разновидность медведей. Но в последнее время она была классифицирована как один из представителей сумчатых наряду с кенгуру. Сумчатые – это инфракласс млекопитающих, которые носят своих детенышей в сумке, чтобы защитить их и кормить изнутри. За день коалы съедают примерно полкило или килограмм листьев эвкалипта. Это очень ядовитые листья, их тяжело переваривать, а питательная ценность у них крайне низкая. Но пищеварительная система коал подходит для такой пищи. Они получают всю энергию, которая находится в этих листьях, и аннулируют действие их яда. Коалы кажутся медлительными, они неторопливо передвигаются, но когда им нужно куда-то переместиться или убежать, они становятся быстрыми. Вы это видели? Коала доказала, что она быстра и может хорошо прыгать. Многие считают, что коалы очень ленивы. Они спят днем и в сутки проводят во сне примерно 20 часов. Но на самом деле это ночные животные. Они проявляют активность в ночные часы, а днем наслаждаются сном и используют свои лапы, покрытые мехом, в качестве удобной подушки. Коала может оставаться на стволах деревьев в одном и том же положении многие часы, держась за дерево своими острыми когтями. Эти животные используют когти для лазания по деревьям. Они настолько острые и мощны, что напоминают кинжалы. Их удар быстр и опасен, так что не обольщайтесь тем, что они выглядят тихими. Разве не забавно она кричит? Ее голос похож на детский плач. Коалы – спокойные животные. Большую часть времени они проводят без движения. Но когда они дерутся со своими сородичами, они издают крайне тревожные звуки и жестоко бьются, защищая себя. Специалисты, исследовавшие этих животных, говорят, что эти звуки исходят от самцов, которые тем самым сообщают самкам о своем местонахождении. Кроме того, они так кричат, чтобы испугать своих природных врагов. Их крики можно услышать на расстоянии в 1 километр. Размер коалы составляет примерно от 60 до 95 сантиметров, а вес от 4 до 9 килограммов. Самцы крупнее самок. Активность самцов обычно возрастает в сезон спаривания, когда они ищут себе подходящую самку. Самки достигают половой зрелости в 2 или 3 года, а самцы – в 3 или 4 года. Здоровая коала может производить на свет по одному детенышу каждый год в течение 12 лет. Обычно спаривание происходит между декабрем и мартом. Самка беременеет раз в год. Беременность длится 35 дней, после чего рождается 1 детеныш. Новорожденный детеныш коалы очень маленький.
меньше 3 сантиметров в длину. У него розовая кожа, а на теле нет волос. Мать носит своего грудного детеныша в сумке. Какое-то время она кормит его только молоком, а потом дает ему не до конца переваренную растительную пищу. Детеныш лижет ее языком. 7 месяцев детеныш проводит в сумке у матери. В начале 6-го месяца он начинает украдкой смотреть на окружающий мир. Потом он смелеет и через месяц полностью выходит наружу. Окончательно материнскую сумку детеныш покидает в возрасте 1 года. Затем какое-то время, иногда больше года, он цепляется за спину матери. Возможно, иногда у коал и неприятный голос, но он также может быть достаточно спокойным. Мать может нежно и тихо рычать, чтобы успокоить своих детенышей. Средняя продолжительность жизни коал составляет около 10 лет. Иногда в неволе они могут жить до 20 лет. В дикой природе они подвержены нападениям различных хищников и другим опасностям, особенно когда спускаются с деревьев, чтобы справить нужду. В своей повседневной жизни коала руководствуется слухом и обонянием. Эти 2 чувства у нее очень сильны, в отличие от слабого зрения. Коала использует стратегии по сохранению энергии. В течение дня она мало и медленно двигается. Поэтому ей почти не нужна вода. Говорят, что большую часть своей потребности в воде эти животные удовлетворяют через еду. Поэтому их и назвали коалой, что на языке австралийских аборигенов означает «не пьет».